всю христианскую историю 2000 лет происходило формирование внешнего вида церкви, храма. На формирование повлияли национальные, культурные особенности, временные. Но во всяком случае храмовое строение, церковь всегда отличительна от строений иных в силу своей инаковости, неотмирности. Это место, где действует Бог. Это частица Царства Небесного на земле. Это небо на земле, храм Божий. Такие высокие эпитеты, высокие определения дают наши церковные мыслители храму. Все это можно читать и знать, но ценность значения храма начинается по-особому восприниматься через участие в жизни храма, через участие в богослужениях. И поэтому для каждого христианина храм Божий – это святыня, первая святыня по значимости в его жизни. Если мы взглянем на внутреннюю богослужебную жизнь и на внешнюю, то можно сказать, что Казанский переход города Нейвенгрия один из самых значительных. Нейвенгринское благочиние входит в храмы поселков Серебряный Бор, Беркокит, Чульман. Соответственно, храм Богоявления Господня, храм праведного Иоанна Кронштадтского и равноапостольного князя Владимира в поселке Чульман. Также у нас есть храм в честь великой мученицы Варвары, покровительницы шахтеров в поселке Чульман. Поселок Беркокит когда-то был комсомольско-молодежным, когда он строился, когда строился БАМ, но постепенно люди, которые сюда приехали молодыми, состарились, и поэтому сейчас население поселка, основная масса все-таки люди пожилого преклонного возраста. Если обратить внимание, дата основания нашего города стоит совсем рядом с датой праздника Казанской иконы Божией Матери. И мне кажется, что таким образом город освящен 6 ноября, а праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября. Мы считаем, верим и знаем, что Богородица является покровительницей не только нашего храма, а всего нашего города. Самая главная наша святыня – это икона Божией Матери Казанская. Это икона нашего храма. Если обратить внимание, то мы можем увидеть на ней очень много золотых украшений. Это люди приносят и до сих пор приносят свои изделия, золотые, да, серебряные,
и благодарность Богородице за то, что она им помогла. Кого-то исцелила, кому-то помогла в тех молитвах, в семейных проблемах, кому-то помогла. Кому-то помогла в деторождении. Это множество свидетельств. Ну, и вот это такое настоящее свидетельство, это множество украшений золотых. При каждом храме нашего благочиния действует воскресная школа для детей. Что касается колокольного звона, который совершается в нашем храме, это колокольный звон совершают наши алтарники. Пана Марии, ребята, которые помогают священнослужителям совершать богослужение. И каждый алтарник может звонить в колокола. Мы передаем это из поколения в поколение, искусство звона. И хочу сказать, что ребята совершенно искренне, даже сами просятся учиться трезвонить, начинают трезвонить, и очень хорошо у них это получается. Ребята, которые посещают алтарь, они, кроме этого, они учатся в школе, они учатся, посещают кружки. Если говорить о Чульмане, то Чульман по своему нахождению, а именно там у нас аэропорт, у нас там все пути проходят стратегические, необходимые, транспортные. Это тоже значительный населенный пункт, пусть не с не таким большим населением. И в Чульмане 2 храма на сегодняшний день. Об истории 2-го храма я часто рассказываю многим, что он появился как чудо Божие. Да? Всегда мечтали шахтеры, здесь живущие, иметь храм в честь небесной покровительницы их труда шахтерского. Вот издревле святая великомученица Варвара почиталась как покровительница людей, трудящихся в шахтерской, в Горняцкой областях. Храм в честь великомученицы Варвары был освящен 20 сентября 2013 года владыкой Романом. Изначально в этом здании размещалась старообрядческая община поселка Чульман, затем помещение здания храма было передано Русской Православной Церкви, здесь велись восстановительные работы, и затем он был освящен в честь покровительницы шахтеров, в честь великомученицы Варвары. И со дня освящения в этом храме регулярно также совершаются богослужения, также есть приходская община. Князь Владимирский храм в честь святого равноапостола великого князя Владимира, один из старых храмов, старейших храмов благочиния. И мне нравится его самобытная архитектура. Его строили, я так понимаю, без всяких особых проектов. Вот тогда, в то время начала 90-х годов, еще не существовало, не возродили еще храмовую архитектуру как искусство, как направление строительства. И строился он местными умельцами. И от этого он, наверное, еще приятен для взгляда и для души, поскольку все делалось своими руками и с большой такой самоотдачей. Вот этот храм, он прям дышит любовью сделанных им рук. Рос как грибок. Ну, очень-очень-очень быстро, потому что все участвовали. Абсолютно все участвовали. От мала до велика. Приходили даже дети, которые носили песочек и камешки подносили. Все очень хорошо было. Первый раз, когда я вошла в этот храм, поразил меня храм. Маленький, уютный. Сразу что бросилось в глаза, много икон и роспись. Какая чудесная роспись. Я не могла глаз оторвать от этой росписи, от этих икон.
хотя я не знала ни православной еще службы, ничего, но это все меня так поразило. Часовни, у них некоторая иная функция, они как памятные знаки, памятники, посвященные каким-либо церковным событиям, или местом, где пребывают особо чтимые, древние, чудотворные иконы. Вот такая история появления часовен. У нас они в Якутии, часовни, исполняли и функции храмов. Об этом мы читаем в воспоминаниях еще святителя Иннокентия Вениаминова, который ратовал для того, чтобы часовен было много, и чтобы часовни были еще и практически действующими храмами. Это у нас холодно и очень сложно содержать храм большой, а вот часовню как маленький храм вполне допустимо и намного легче. Все, что мы имеем, наша жизнь, наши таланты, даны нам Богом просто так. Мы получили все это в дар. Бог нам подарил жизнь и наши способности. И правильно, в знак благодарности Богу, эти способности дарить окружающим. Через заботу, через внимание, через любовь. И если так поступает молодой человек, это правильный вектор развития личности. Молодежь не может быть костной, молодежь не может быть безразличной, ленивой или зацикленной только на получении выгоды. Тем более православной. Поэтому и появилось это молодежное движение общественное. Я рад, что во главе его стоят очень мыслящие, деятельные люди, мудро наставляются отцом Аркадием, и, пожалуй, они переросли. Было в начале, конечно, некоторая погоня за акциями. Вот сделать акцию, получить спасибо. Было такое. Но этот период они преодолели и стали жить программами дальносрочными. И самое главное, появилась реальная необходимость делать добро, помогать другим. И, видя радость от помощи, слыша слова благодарности, продвигаться и поступать еще правильнее, еще лучше, еще деятельнее. В преддверии юбилея нашего замечательного храма мы отмечали 5-летие молодежной православной организации «Якутия православная». Очень большое количество мероприятий за 5 лет было проделано. Большое количество молодежи в этой организации побывало. Многие выпустились из университетов, из школ и выбрали, наверное, свой жизненный путь. Такие дети, когда выбирают социальную деятельность как цель своей жизни, наверное, это отпечаток работы именно в храме, именно с малообеспеченными детьми, с пожилыми людьми. То есть дети понимают свой жизненный путь. Я думаю, что это благодаря храму и благодаря той работе, которую мы проделали. Работа не останавливается. Очень много планов на будущее. Мы стараемся привить молодежи истинные православные ценности, потому что в нынешнем 21 веке очень часто бывает подмена понятий истинных ценностей на ложные. Мы стараемся внушить и привить молодежи те истинные ценности, которые есть. Это любовь к ближнему, это что нужно заботиться о наших замечательных родителях, помогать друг другу. И в этом ключе мы работаем.
Да, 25 лет. С одной стороны, не большая дата, учитывая, что православию в России 1030 лет, да, в этом году мы будем отмечать. Но вместе с тем, если обратить внимание, что город Нерюнгри, он молодой, и практически всю историю существования Нерюнгри уже начиная с 988 года здесь была община верующих людей, которые собирались для молитвы, для общения, для изучения Слова Божьего. И поэтому период 25-летия нами отмечаемый – это период становления православной веры здесь. И надо сказать, что он был очень многоплодный и замечательный. Вот эти 25 лет храма, деятельности храма привели в духовную жизнь, в вечную жизнь через таинство крещения тысячи и тысячи людей. Соединили благословением церковным для семейной жизни множество людей. Проводили в путь сия земли, в вечность тоже множество людей. А сколько минут волнительных, трогательных, благодатных, неописуемых личного переживания человека от молитвы, от встречи с Богом, это не сосчитать, это невозможно сочетать. Одно скажу, что эти 25 лет были яркими и благодатными, и дали правильную основу дальнейшего развития православной жизни, духовной жизни здесь, в Якутии. Я сердечно поздравляю всех жителей Нерюнгри, Нерюнгринского района с этим юбилеем замечательным. Я очень рад, что так внимательно он был замечен всеми, абсолютно всеми мыслящимися и интересующимися людьми. И надеюсь, что в молитве, которую мы будем совершать в честь 25-летия, мы поблагодарим Господа за то, что Он дал нам это время, помянем всех, благодаря кому этот период состоялся, помянем и строителей храма, и тех первых работников, служителей храма. Ну и будем с надеждой обращать молитвы Господу, чтобы и в дальнейшем Господь не оставлял нас своей милостью.